По инициативе представительства Россотрудничества в Абхазии совместно с молодежным движением «Время молодежи» в средней школе села Вяда-Баргя прошло мероприятие, приуроченное ко Дню детской книги. К празднику ребята готовились под руководством преподавателя русского языка Эллы Цава. Сама подготовка заняла буквально несколько дней. Но, несмотря на столь короткий срок, мероприятие получилось весьма красочным и интересным. Нам очень приятно и спасибо говорим Русскому дому, Россотрудничеству, то, что благодаря них сегодняшнее мероприятие имеет место быть, и оно осуществляется, и мы проводим в рамках формата Дня международной детской книги. Давайте вспомним наше детство, мы взрослое поколение, которое мы родились и читали сказки. То, что мы читали в детстве, до сих пор нам это помнится. Много раз это нам в жизни пригодилось, и мы сталкивались. Они были поучительные сказки. В качестве гостей присутствовали заместитель главы администрации Галского района Джамбул Кортава, председатель районного собрания Беслан Кантария, глава администрации села Вяда-Баргя Дмитрий Шларба, заведующий отделом культуры Спартак Кабба, педколлектив школы, учащиеся и их родители. Здравствуйте, уважаемые гости, здравствуйте, представители администрации, представители Народного собрания, глава администрации села, директор школы и учащиеся, родители. Я очень рад, что этот день нам был предоставлен здесь. И мы хотим сегодня показать частичку русского мира и будем проводить Международный день детской книги. Все, что детки сегодня нам покажут, пусть это будет им урок и на будущее, чтобы они знали, как все это нужно делать. Потому что, показывая опыт старших, младшие начинают расти, мудрее. И дай Бог, чтобы были мудрее намного нас. Началось представление с гимнов Республики Абхазия и Российской Федерации, после чего учащиеся представили вниманию зрителей подготовленные номера, а именно стихотворения, пословицы, басни, инсценировки и песни. Ребята с удовольствием называли имена героев произведений, угадывали сказки по сказочным предметам, отвечали на вопросы, собирали из слов пословицы о книгах, вспоминали правила общения с книгой. Представительство Россотрудничества неоднократно оказывало содействие галским школам. И в этот раз гости пришли не с пустыми руками. Для пополнения учебного фонда школьной библиотеки села Вяда-Баргя гостями были подарены учебники 5, 6, 7, 8 классов и другая необходимая художественная литература, а также портреты с биографиями детских писателей. Наша организация старается принимать активное участие в жизни школ, учебных заведений и вообще жизни Абхазии, продвигая российскую культуру, образование и науку. Поэтому мы взаимодействуем со всеми образовательными системами. Не первый наш приезд, когда мы привозим книги, ну и, так сказать, тоже участвуем в мероприятиях. И надеемся, что и в дальнейшем ученики школ будут принимать участие, они и принимают в различных российских викторинах и мероприятиях, организованных нашим русским домом. Ну и хочется пожелать, конечно, успехов прежде всего в учебе детям, терпения преподавателям и всем нам мирного неба. В это село нас привели, во-первых, определенные моменты по работе. Ну и, соответственно, глава администрации села Шларба Дмитрий Даурович попросил проводить мероприятия в данной школе, в данном селе. Данная школа нам очень приглянулась, хорошие дети, хорошие преподаватели и, главное, что старательные. Они очень хотят показать себя, хотят проявить себя и, на самом деле, русский язык изучать для того, чтобы могли больше, скажем, друг с другом общаться на разных площадках. Глава района с нами тоже общался по этому вопросу. Он говорит: я приветствую все ваши начинания, все наши старания для села, для школы самой тоже. И
Идем вперед. Директор школы Коба Ригвава поблагодарил представителей Россотрудничества в Абхазии и представителей молодежного движения «Время молодежи» за внимание и помощь, отметив, что школа также не обделена вниманием главы Галского района, районным отделом образования и главы администрации села, которые поддерживают все начинания и просьбы. В нашей школе в этом учебном году 77 учащихся, 21 педагогов. Материально-техническая база соответствует нормам. В школе библиотеку имеем, но библиотека, она не так уж так богата. Несмотря на то, что в прошлом году нам учебники с районного отдела образования выделили, обещают еще в этом году для старших классов учебники выделить. Вот сотрудники сотрудничества обещают художественную литературу привести, обогатить нашу библиотеку. Благодаря главе администрации села, благодаря администрации района, благодаря районному отделу образования частичный ремонт сделали в школе. Так что работа идет в мере возможностей. Огромное спасибо всем. Труд участников мероприятия был оценен по достоинству. В зале не стихали аплодисменты. В адрес ребят прозвучало много добрых слов со стороны представителей местной власти. К тому же каждый, кто принимал участие в празднике, был награжден почетной грамотой и подарком. Я от имени руководства района хочу поблагодарить организаторов, учителей и детишек. Но я поощрен сегодняшним днем. За сегодняшний праздник я даже где-то в моменте чуть прослезился, мне настолько интересно было, я ушел в детство. Большое спасибо Коба Гурамовичу, большое спасибо Дмитрию Зауровичу, большое спасибо за то, что вы все это сделали, большое спасибо учителям, всему коллективу. И дай Бог, чтобы дети ваши по окончанию школы, чтобы побольше хороших учеников, отличников, чтобы у вас было. Мы всех любим вас, мы все прошли это уже, и то, что мы сегодня здесь, это заслуга наших учителей. То есть всем вас это. Большое вам спасибо, детишки, так держать, не робейте, не стесняйтесь, не волнуйтесь, выходите всегда бодрыми. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность тем, кто провел это мероприятие, организаторам этого мероприятия, преподавателю русского языка, ну, естественно, детишкам, которые так красиво и харизматично передали нам то, с чем они работали. Мы за это маленькое время успели окунуться в мир детства, и самое главное то, что данное мероприятие сегодня как никогда актуально. В то время, когда глобальная компьютеризация вытесняет чтение книг, нужно проводить больше таких мероприятий для того, чтобы популяризировать книгу среди детей, среди молодого поколения. Ибо книга является лучшим учителем во все времена. Школьники признались, что им нравится принимать участие в подобного рода мероприятиях, и они всегда с радостью и с особым энтузиазмом к ним готовятся. Мне очень понравилось это мероприятие. Я был очень рад выступить на сегодняшней сцене со своими друзьями. Я могу сказать, что организация была довольно хороша. Я даже сам не ожидал такого, что мы сможем выступить настолько ярко и красиво. Книги все хороши. Любая книга, она всегда лучший друг и всегда может тебе помочь во всем. Она научит тебя любить, она научит тебя сострадать и многому другому. Самое сложное было стоять перед такой большой публикой, новые люди, но, естественно, поборолись с этим страхом. Вот. И все. А что больше всего тебе понравилось? Больше всего мне понравилось, узнала много чего нового. Как много времени ты проводишь за чтением? Честно. Честно, немного, но люблю читать. Больше всего на каникулах.
Благодаря доброжелательной атмосфере, царившей в актовом зале школы, мероприятие прошло увлекательно и интересно. Дети и взрослые получили массу положительных эмоций, заряд отличного настроения и огромное читательское удовольствие. Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацуа, Гал ТВ.